прошлом году сад-гигант собрал около 7 тысяч тонн урожая яблок. В нынешнем ожидается свыше 12 тысяч тонн. Глава поинтересовался, какие сложности имеются у предприятия, нужна ли еще какая-нибудь помощь в производстве. В этом году сад расширяет, планируется посадить еще 220 гектаров яблонь по современной итальянской технологии, в том числе редкий сорт, который пользуется спросом на российских рынках. Кроме того, предприятие планирует в конце апреля завершить монтаж линии по сортировке, товарной обработке и упаковке яблок мощностью 20 тысяч тонн в час, что значительно повысит качество сортировки яблок и производительность. Каждое яблоко 30-40 раз будет фотографироваться по калибру, по сорту, по внутреннему состоянию, по качеству. Будет сортировать на десятки направлений. Помоют, высушить. Высушить все. Это сухой газ. А картон откуда? Это мы оттуда покупаем, в Тимошевске, Краснодарский. Вот это только одна сортировка. Таких две будет там стоять. Это 20 тонн в час делает сортировка. В рамках выезда глава также посетил агропромышленный комплекс «Инк-Агро», осмотрел помещения для переработки сырья и тепличного производства. На предприятии готовятся к посадке земляные ягоды. Уже приглашены специалисты из других субъектов страны. Юнусбек Евкуров дал указание использовать каждый клочок земли, который находится в ведении «Инк-Агро» под выращиванию культур. Также необходимо создать план, график работы предприятия с разбивкой по месяцам, где будут указаны показатели нужного количества сырья для переработки, исходя из нужд населения. Полностью поле, там, малину, клубнику показать. В том числе Масягов, Ибрахимском аудите, после справа лягни, сейчас полностью. Малина, Хабиха, Краснодар, Шабонса, 27 числа приезжает, мы хотим малину, полностью интенсивную малину. План решения полевых работ, распишите полностью график. Где, чего, как. Полностью они восстанавливаются в том составе, которое было. Понятно?